Личное подсобное хозяйство сегодня имеет практически каждый житель в Моздокском районе. Содержать домашних животных довольно хлопотно и затратно. Однако именно сельское хозяйство приносит основной доход местным жителям. Для тех, у кого и вовсе нет работы, это единственная прибыль. Жители села Раздольного, например, в домашних условиях делают сыр. Многие успели наладить его реализацию на местном рынке. Чтобы изготовить этот молочный продукт в достаточном для продажи количестве, в день необходимо 120 литров молока. Семья Глуховых держит 15 коров. Еще совсем недавно они сдавали молоко колхозу «Украина». Взамен получали корма. Сейчас эта система не действует. Фермеры в растерянности и не знают, на что теперь будут кормить домашний скот. Корма очень дорогие. Трудно покупать корма. Очень дорогие. Зерно 7 рублей, тюк сена 60 рублей. И попробуй его продержи. Специалисты Министерства сельского хозяйства Северной Осетии организовали обучающие семинары в Моздокском районе. Люди, которые намерены заниматься разведением скота, могут заручиться государственной поддержкой. Для этого разработана программа получения грантов. Это живые деньги, они получают грант на развитие, на создание крестьянско-фермерского хозяйства, который целенаправленно используется и, скажем так, осваивается на строительство, на приобретение оборудования, строительство животноводческих ферм, приобретение тепличного оборудования, сельскохозяйственной техники. Среди собравшихся были как начинающие фермеры, так и опытные хозяйственники. Людей интересует вопрос об упрощении системы кредитования в банках. Чтобы взять в банке кредит, нужно поручителя, который получал минимум 14 тысяч. Хотя в аргументах я прочитал, что до 2 миллионов можно без поручителей брать. Нам не надо 2 миллиона, нам хотя бы 200-300 тысяч давали. Но факт тому, что я зашел в сельхозбанк, мне сказали, у нас неплатежеспособные люди, поэтому мы не даем такие кредиты. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо создать крестьянско-фермерское хозяйство и открыть лицевой счет. На нем должно быть не менее 100 тысяч рублей. Эти условия несколько испугали начинающих фермеров. Однако бояться нечего, говорят специалисты Минсельхоза. Страховка гарантирует абсолютную безопасность. Бизнес в голове может быть самый, не знаю, гениальный и большой, но для начала хотя бы купить этот же скот, эту же птицу, поставить и попытаться с этого что-то сделать. Размер гранта для начинающих фермеров составляет около 1 миллиона рублей. Претендовать на государственную поддержку могут все желающие. Специалисты Минсельхоза обещали оказывать консультативную помощь на всех этапах подготовки. Подобные обучающие семинары для жителей Моздокского района будут проводить регулярно. Анастасия Соломатова, Елена Черенкова, Петр Гончаренко, Осетия ТВ.